Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. Когда вообще случилось ваше знакомство с этой организацией? Мое знакомство с организацией произошло в 2003 году, после того, как я принял ислам. Немного расскажу о том, как я принял ислам. Это произошло в 2003 году. У меня были проблемы с наркотиками. Я прошел реабилитацию 12 шагов. Так как программа была духовной, не религиозной, но тем не менее у меня что-то в душе пробудилось. И программа помогла мне разобраться, почему я оказался в этой яме, в наркотической. То, что неправильный образ жизни, выбрал неправильные ориентиры, неправильные ценности, произошло переосознание, и тут я был в поиске, то есть оказался в поиске другого образа жизни, другого смысла жизни. Мне было на тот момент 25 лет. Начал посещать мечеть. В течение полугода я посещал мечети Кировского района, потом посещал мечеть Авиастроительного района по месту жительства. И в той мечети с нами познакомился один верующий мусульманин, прихожанин этой мечети. И нас на тот момент, мы сдружились с тремя еще вновь обращенными мусульманами. И он предложил нас подвозить на своем автомобиле, и по дороге домой он пытался заводить с нами беседы, которые, ставили нас в тупик. То есть он задавал нам такие вопросы, касающиеся религии, на которые у нас не было ответов. Но они были настолько важными, то есть они были сутью самой религии, самой веры, что нам необходимо было знать ответ на этот вопрос. Но имамы и те книги, которые я прочитал, которые я успел прочитать, они не давали ответ на этот вопрос. И таким образом он нас заинтриговал, таким образом он нас привязал к себе, чтобы мы искали с ним встречи. Он не говорил нам сразу ответ на этот вопрос, он долго тянул, долго нас мурыжил. В конечном итоге он дал нам обстоятельный ответ и еще больше нас расположил к себе таким образом. И наши встречи продолжались, он снова заводил разговоры касаемо религии, смысла существования религии вообще на земле, всех религий. И в конечном итоге подвел к тому, что сутью и смыслом ислама является исламское государство халифат, так как без него невозможно вообще претворение религии. Поэтому на нас лежит прямая обязанность восстановить былое правление исламского государства халифат. И в общем-то он мне сказал о том, что этим делом занимается партия Хизб-ут-Тахрир. Я помню, еще 3 месяца я не мог даже запомнить название этой организации. Меня это не сильно беспокоило. Меня больше всего беспокоило получение знаний. То есть меня больше всего интересовали знания. Потому что те знания, которые они давали, действительно они отличались глубиной. И детально разъясняли, то есть буквально на пальцах вообще религию, политику, что происходит. И я начал посещать их занятия, где-то полгода я посещал занятия, и через полгода мне предложили вступить в эту организацию официально, то есть стать ее членом после произнесения клятвы. Я нисколько не сомневался в правильности деятельности этой организации и дал клятву и вступил в нее. Эти собрания проходили на квартирах. Как правило, эти квартиры предоставляли те, которые обучающиеся, то есть те, которые приходили на уроки, они сами предоставляли. То есть учитель, он давал задание, что на следующее занятие ты предоставляешь квартиру, на следующее занятие ты. То есть все должны жертвовать на этом пути и изыскивать способы, чтобы мы могли собираться и получать знания. И в 2004 году нам стало известно о том, что данная организация запрещена Верховным судом Российской Федерации и признана террористической.
Меня тоже это нисколько не смутило. То есть нас Мушриф уже как бы к этому, наш учитель нас к этому подготавливал, о том, что нас ждут испытания. Вот в других странах за то, чем мы занимаемся, сажают. В Саудовской Аравии отрубают головы. Это за деятельность, антигосударственную деятельность. Везде, там, в Ираке, например, там, членов Хизбут Тахрир растворяли в серной кислоте, и подобные ужасы он нам рассказывал. То есть подготавливали нас к тому, что нас тоже ждет нечто подобное в России. Вот. Я не знаю, может быть, по молодости лет, может быть, в силу характера, я как-то, не очень-то я испугался, потому что у меня были проблемы с законом. Я думаю, что меня тюрьмой не напугает, то есть я уже как бы отбывал наказание по криминальным статьям. Вот, поэтому меня это не особо напугало. Вот. Но в 2004 году произошли первые аресты. Арестовали 4 ребят, в том числе моего брата-близнеца. Он тоже фактически в одно время принял со мной в ислам. Вместе с ним мы посещали эти занятия, и фактически в один день мы произнесли клятву о членстве в этой организации. Вот, его арестовали, и после этого мы начали проводить общественные мероприятия, скажем, митинги, там, несанкционированные акции, протесты, раздавали листовки, вот. И через какое-то время после арестов мне предложили возглавить филиал в Татарстане и в Чувашии. То есть фактически с 2005 по 2006 я руководил филиалами Хизбут Тахрир в Татарстане и в Чувашии. И в 2006 году, в 2005 году меня арестовали за несанкционированную акцию протеста возле стен Кремля. Было уголовное дело, мне дали год условно. Со мной беседовали сотрудники спецслужб на предмет того, чтобы я отказался от этой деятельности. В общем, я их не слушал, потому что был полностью поглощен идеей восстановления исламского государства. И в 2006 году меня и в том числе и 11 ребят арестовали. Нас арестовали по 3 статьям. Подготовка к насильственному захвату власти, участие работы в террористической организации и создание работы экстремистского сообщества. Мне дали 8 лет как руководителю, увезли отбывать в республику Саха. Находясь в заключении, я не оставил свою противоправную деятельность, также склонял, вовлекал, как было написано в моем обвинительном заключении, склонял, вовлекал, приискивал. Вот, всем этим я занимался в заключении. Среди заключенных, да, то есть были... Легко было вообще людей там обращаться? Дело в том, что в заключении находятся такие же люди из нашего общества, в общем-то, и некоторые в силу своего отчаянного положения ищут выход, как разорвать этот порочный круг. Вот, и на некоторых меня получалось оказывать влияние, но не все попадали под влияние именно идеи создания халифата. Да, они принимали ислам, они прям при мне, вот был случай, человек употреблял наркотики, вот, после неоднократных с ним бесед он перестал употреблять наркотики, начал совершать молитву, вот. Но под влияние идеи Хизбут Тахрир он не попал, и таких людей было очень мало. Но тем не менее я также действовал, как и на свободе. Вот. И в 2010 меня привезли в Якутию. 4 года я там отбывал. У меня начались проблемы с администрацией. 11 месяцев я находился в одиночном заключении. Вот. И в этом одиночном заключении меня начали посещать мысли о том, что так дальше продолжаться не может. Я начал задумываться о том, что я сейчас выйду, потому что мне уже скоро освобождаться, я сейчас выйду, что дальше будет? То есть я выйду, меня снова арестуют. То есть, уже срок дадут не 8 лет, а больше 15, потому что к тому времени уже изменили законодательство, и уже по моей статье 40 начинались от 15 лет и выше, вплоть до пожизненного. Вот. То есть я не боялся тюрьмы, но мне была непонятна перспектива вообще партии Хизбут Тахрир в России. То есть мы повторяли судьбу Узбекистана фактически. То есть в Узбекистане
все мужское население, которое являлось членом Хизб ут-Тахрир, они находились в заключении. То есть там фактически никакой деятельности на свободе не было. И вот в этих раздумьях я думал о том, что... Ну и мне как-то передали из интернета распечатку о том, что фикх меньшинства. То есть это есть такое понятие. То есть мусульмане, которые проживают в немусульманских странах, на них не распространяется общие правила, которые бы распространялись на тех, которые проживают в мусульманских странах. То есть мы все равно здесь ограничены местным законодательством. Вот эта вот статья мне дала некоторые, скажем, мысли о том, что все-таки возможно проводить вот эту политическую деятельность, не приступая закон. И вот эти мысли меня привели к тому, что все это возможно, если только я выйду из этой организации, из организации Хизб ут-Тахрир. И вот тогда у меня появилась первая мысль о том, вообще, возможно, есть какое-то исключение для того, чтобы выйти из этой организации. И вот в течение нескольких месяцев я долго-долго размышлял. В конечном итоге я принял решение выйти из этой организации. Вот, и подкрепил свое намерение заявлением. Я написал заявление начальнику. Вот, чтобы это повлияло еще к тому, чтобы я вышел из ШИЗО. Все-таки я вышел из ШИЗО. И в течение года я общался с одним человеком, он был на свободе. Он сам из Самары, тоже действующий член Хизб ут-Тахрир. И мы с ним начали беседовать вот как раз на тему того, что что-то происходит в организации, именно России. В процессе обсуждения пришли к тому, что мы своими действиями, то есть обращаясь в правозащитные организации, апеллируя статьями Конституции, мы фактически популяризируем демократические ценности. Данная организация заявляет во всех фактически своих книгах о том, что демократия является враждебной исламу идеологией. Это враг номер один. Соответственно, все демократические ценности, они лживы, порочны. Вот. И я как бы апеллирую на эти статьи Конституции, фактически их популяризирую. То есть я говорю, вот есть статья Конституции, почему вы не поступаете в соответствии с ней? То есть фактически я не мусульман, демократов, скажем так, призываю к тому, чтобы они лучше исповедовали свою демократию, и эту демократию притворяли надо мной также хорошо. То есть фактически я должен бороться с этой демократией, да? Но тут я, как бы, у меня все переворачивается. Отступление небольшое сделаю. В 2006 году, когда меня арестовали, мы, находясь на свободе, мы создали 3 общественных организации для прикрытия своей деятельности. Первая организация молодежная, вторая религиозная община, а третья правозащитная организация. У нас был юрист, и у нас у всех были корочки правозащитников. В Казани, в Башкирии. Потом уже, когда меня арестовали, эта правозащитная деятельность распространилась на всю территорию России, то есть уже было около 10 филиалов правозащитных организаций. То есть мы, как правозащитники, вот, имели корочки, вот, заходили к прокурорам, заходили к следователям, там что-то. Да, вот. Но уже впоследствии я начал понимать о том, что мы, используя это прикрытие, мы продвигали демократию. То есть, защищая права и свободы, это основная ценность демократической идеологии. То есть я понял, что мы очень сильно отступили от идеологии Хизб ут-Тахрир. Я начал задавать эти вопросы тем, которые находятся здесь, в России. Почему это происходит? Они мне не дали ответ. После этого я попытался с этим вот самарским братом найти ответ через другие филиалы, через филиалы Британии. То есть мы начали заходить на британские форумы, начали с ними общаться, и там выяснилось вообще, что организация Хизб ут-Тахрир в 1997 году вообще раскололась. То есть фактически на тот момент действующим амиром и сегодня являлся Абу Рашта, до него был Абдуль-Кадым Залум. Так вот, эти британские, скажем так, члены Хизб ут-Тахрир, они нам сказали о том, что Абдуль-Кадыма Залума исключили из Хизб ут-Тахрир. И эта организация раскололась, потому что большая часть ушла с ним
Вот, мы выяснили причину, по которой произошел раскол. Оказывается, он отошел от основного, скажем, пути, от основного метода, политического метода восстановления исламского государства, который был изначально установлен основателем этой организации Такиюдин Набхани. Вот. И этот отход заключался в том, что Такиюдин Набхани после нескольких попыток, неудачных попыток захвата власти, кажется, в Иордании, после 2 попыток, он понял, что что-то идет не так. И он тогда вывел 3-й этап восстановления государства, который называется по-арабски «таляб нусра», то есть «испрашивание помощи», ссылаясь на то, что пророк Мухаммад обращался к влиятельным людям для того, чтобы они приняли ислам и предоставили свои земли и свое племя как защиту для распространения призыва. И на этой территории бы установилось правление ислама. Вот. И вот этот Такиюдин Набхани, он вывел 3-й этап испрашивания помощи, то есть обращение к влиятельным людям, к политикам, к мыслителям, к политическим деятелям, для того, чтобы они помогли, предоставили помощь, силу, землю, для того, чтобы на этой территории распространились законы ислама. Но Абдуль-Кадым Залум изменил обращение к влиятельным людям, было изменено на обращение к обладающим силой. То есть обладающим силой, то есть это к генералам армии, к офицерам армии. То есть фактически политический мирный, ну я не назову мирным, да, то есть любая акция протеста, она уже не мирная, да, но по крайней мере не насильственный захват власти Такиюдин Набхани интерпретировал как на силовой, на вооруженный мятеж, то есть армия захватывает власть и передает правление членам Хизб ут-Тахрир. Последние события в Сирии ярко показало об изменении метода Хизб ут-Тахрир. Дело в том, что когда начались военные события в Сирии, очень много рядовых членов Хизб ут-Тахрир начали задавать вопросы. Вообще мы обязаны воевать на какой-либо стороне? Вообще, что мы должны были предпринимать? И другие мусульмане из других группировок, они стали задавать вопрос, то есть вы как бы хотите исламского правления, вот у нас реальный шанс свергнуть режим Асада и установить там исламское правление. Почему вы бездействуете? И Аль-Касас, это 5-й человек в администрации Хизб ут-Тахрир, сделал заявление о том, что каждый мусульманин, который верит в Аллаха и в судный день, он обязан с оружием в руках свергать режим Асада и установить исламское правление халифат. Хотя подобное заявление в корне противоречит установкам Хизб ут-Тахрир, то есть ее идейным программам. Потому что в брошюре Хизб ут-Тахрир говорится о том, что вооруженный мятеж или вооруженное восстание против правителя возможно только если есть исламское правление. Но там, где нет ислама, а Хизб ут-Тахрир признала, что Сирия не является территорией претворения исламских законов, то есть светское государство, то есть в таких государствах вооруженный мятеж запрещен. То есть фактически сегодняшнее руководство, оно полностью исказило ту идеологию, которую была изначально установлена основателем этой организации. Вот. И находясь в заключении, я вышел из этой организации вот с этим самарским мусульманином. Мы начали в социальных сетях вести деятельность по выводу других членов. То есть мы начали их убеждать о том, что Хизб ут-Тахрир уже все, она оторвалась не только от реальности, но и от своего, скажем, просвещения, которым оно просвещало людей. В общем, кто-то нас послушал, те, кто нас слушал, их сразу исключали, то есть примерно за год около 20 человек вышло, их всех исключили. Вот. И после освобождения, я освободился в 2014 году, да, я познакомился с работником муфтията. Это он, видя мою критику в социальных сетях, он со мной познакомился, мы с ним пообщались, и он пригласил меня в муфтият, чтобы мы там встретились и обсудили вообще вот эту реальность, которая происходит в Татарстане и в России. Вот. И после этого у меня
он мне предложил подготовить какие-нибудь материалы или какое-то видеообращение. Вот. И я подготовил руководство по подготовке имамов для работы с мусульманами, которые находятся в местах лишения свободы. То есть это необходимо, потому что, находясь в заключении, нас имамы не посещали, потому что там, где я находился в колонии, это колония строгого режима, было еще 9 человек, они все были по террористическим статьям, и фактически к нам просто не приходили, нас боялись. То есть они просто боялись себя скомпрометировать. Вот. По соседству была колония общего режима, там было 50 человек, но там построили мечеть. В общем, их посещали, потому что там не было мусульман, которые отбывали наказание по террористическим статьям. Вот. То есть у нас фактически имамы вообще не подготовлены к работе с такими мусульманами. А кому еще там работать с такими мусульманами? То есть оперативники, режимники, местные психологи, то есть они не знают, они не могут никак подойти, не могут ни с какой стороны. То есть единственный их метод воздействия – это выдворение в ШИЗО и ПКТ. То есть все. Вот. Но эти люди, они как раз-таки и нуждаются в том, чтобы с ними активно работали религиозные деятели, как раз на то, чтобы исправить их ошибочные воззрения. Потому что вот общаясь с некоторыми из них, я попытался, то есть на двоих я все-таки оказал влияние, я думаю, положительное. Вот. И после этого я также написал брошюру, это контраргументация против организации Хизб ут-Тахрир. То есть это как бы мое такое полное собрание тех как раз доводов, и тех претензий, которые я имел высказать. Вот. И, кстати, в 2014 году все-таки они прекратили свою правозащитную деятельность, они закрыли все правозащитные организации, им было запрещено ссылаться и апеллировать к статьям Конституции. Еще больше меня, скажем, убедило в том, что что-то в этой организации не так, это форум Хизб ут-Тахрир в Крыму. То есть тогда он еще был украинским. Встретились главы медиаофисов, был глава центрального медиаофиса Осман Бахаш, глава британского офиса Нидерландов, Турции, Украины. И на пресс-конференции Осман Бахаш, находясь перед правозащитниками, он сказал, что вы силы добра. Если отсутствует сила добра, то работают силы зла. То есть я обращаюсь к силам добра. То есть это глава медиаофиса Хизб ут-Тахрир, для которой демократия является врагом номер один. Он обращается к своим врагам номер один и говорит: вы сила добра, я прошу у вас помощи, защитите членов Хизб ут-Тахрир, а в частности от репрессий в России, потому что эта конференция, она в основном была направлена на репрессии против членов Хизб ут-Тахрир в России. Вот. А на другой пресс-конференции Таджи Мустафа, это глава британского медиаофиса, когда ему задали вопрос о том, что вот в Великобритании присутствует дискриминация по поводу хиджабов, паранджи и больших бород для школьников. И ему задали вопрос, как вы будете реагировать на подобные нападки. Он ответил, что мы будем отчитывать общество, почему они не придерживаются тех ценностей, которые приняли для себя. То есть фактически мы вас будем отчитывать, почему вы плохо исповедуете демократию и почему вы ее плохо применяете. И вообще тогда для меня вообще стало все ясным, что Хизб ут-Тахрир уже далеко отошла вообще от своих изначально исламских принципов, вот, о тех идеях, о той идеологии, которая была заявлена изначально. Вот. И тогда уже у меня возник вопрос, то есть если Хизб ут-Тахрир аль-Ислами имеет свои медиа-офисы в Великобритании, то там находятся спецслужбы Великобритании, МИ-5 и МИ-6, которые как раз и занимаются поиском тех врагов, которые пытаются разрушить их демократическую идеологию. То есть выходит, что если медиа-офис работает, преуспевает, то есть его не закрывают, вот, то есть получается, что у них есть какой-то негласный договор
с разведкой, со спецслужбами. То есть спецслужбы закрывают глаза на деятельность этой организации, соответственно, эта организация выполняет какие-то поручения. Да. И у меня тогда вот эта вот связь появилась. Зачем в России правозащитная организация? Зачем вообще в России Хизб ут-Тахрир? Потому что изначально организация Хизб ут-Тахрир заявила о том, что восстановление исламского правления изначально будет происходить в арабских странах, то есть в мусульманских странах. Потому что восстановить проще, чем установить сызнова, изначально установить. Я тогда подумал, а зачем в России вообще вся эта деятельность? Почему в России это происходит? Почему они здесь распространяют свой призыв? Россия признана как раз государством, где не планируется установление исламского государства. Тогда у меня вопрос к ним возник. Тогда для чего все эти были митинги, акции, всякие там автопробеги, прокламации, листовки, которые мы распространяли, где была критика действующей власти, была критика действующих законов. То есть фактически Хизб ут-Тахрир занимался политической деятельностью, но не для восстановления исламского государства, не для создания политического вакуума, чтобы потом заполнить этот вакуум. А для чего? Как раз-таки, я думаю, для того, чтобы просто раскачать политическую ситуацию в России. То есть западные спецслужбы поставили на единственную организованную мусульманскую силу, которая была на тот момент в России. То есть это Хизб ут-Тахрир. И я так понял, что на обвинение тех, которые считают, что эта организация была создана спецслужбами, я не верю. Но то, что она имеет плотное сотрудничество с этими спецслужбами впоследствии, у меня нет никаких сомнений относительно этого. И все вот эти вопросы меня еще больше убедили в том, что эта организация противоречит нормам ислама, что она разрушительно воздействует на членов данной организации, она разрушительно воздействует вообще на членов общины, то есть на прихожан. Почему? Потому что эта организация является деструктивным культом, то есть она посредством манипуляций психологических, то есть находясь в данной организации, меня обучали, я уже не скажу методом НЛП, но по крайней мере таким психологическим приемом, после которых человек просто вынужден со мной соглашаться и принять мою точку зрения. То есть мы обладали такими навыками для того, чтобы успешно вовлекать этих людей. И вовлекая людей в эту организацию, мы фактически их сознание перекраивали под нужные нам, то есть для того, чтобы потом их использовать для своих нужд, для нужд этой организации. И впоследствии, когда я вышел из организации, то есть я проходил, скажем, не интенсивный курс реабилитации, но, по крайней мере, я нуждался в реабилитации, потому что они используют очень много психологических приемов для того, чтобы привить человеку фобии, чтобы он не вышел из этой организации. Например, если ты выйдешь, станешь предателем. Предателем не организации, а предателем ислама, предателем Аллаха. Если ты там дашь показания на кого-то, ты станешь предателем организации, предателем религии, предателем Аллаха. То есть это такие установки, которые, скажем, человек не может обойти, потому что изначально он, заходя в эту организацию, он полностью доверяется ей и фактически сразу, без всякой критики, принимает все эти установки. И многие ребята хотят выйти из этой организации, но из-за этих психологических установок они не могут избавиться от этих психологических установок. Работа психологов нужна обязательно. А есть у вас специализированные психологи? Да, у нас есть есть информационно-консультационный центр, называется «Диалог». Он был открыт при ресурсном центре КФУ. То есть они активно этим занимаются. Сколько вы замечаете вообще эту деятельность среди прихожан разных мечетей? То есть понятно, что стороннему глазу это не сразу заметно. Вы как человек, который знаете это все. Я вам скажу так, что некоторых, кого я знал, я видел в мечети, они также вели, скажем,
свою деятельность. Вот. Ну, после многочисленных арестов, насколько мне известно, около 30 человек за последние 3 года были арестованы. То есть это фактически обескровило организацию в Татарстане, в России. Вот. Но они меняют свою тактику, то есть они постоянно меняют свою тактику. Если, допустим, в мечетях им не удается, в мечетях они могут просто знакомиться с мусульманами, просто знакомиться, заводить знакомства, потому что, ну, как бы это общественно-религиозное место, где происходит общение мусульман. То есть, и оно не всегда преступно. Вот. То есть один может спросить, задать вопрос, там, совета попросить, да. И вот они в таких общественных местах заводят знакомства, обмениваются телефонами и под каким-нибудь предлогом предлагают встретиться, пообщаться. Тем, которые приняли ислам, у меня совет. Обращайтесь к официальным источникам. То есть у нас помимо руководителей мечети, имамов, да, если они не обладают информацией, у нас есть Российский исламский университет, РИУ. Можете обратиться к преподавателям. Там профессиональные преподаватели, которые имеют по несколько высших образований, которые обучались за рубежом в Каире, в Медине, в Мекке, в Малайзии, в Индонезии. То есть там есть специалисты, которые дадут полный исчерпывающий ответ. То есть они, более того, они могут дать даже ответ. У нас есть Мадресе Мухаммадия, который также имеет профессионалов, которые тоже имеют высшее образование, обучались за рубежом. То есть, и, ну, такая небольшая ремарка, да, человек, который пытается вовлечь другого человека, он всегда торопится, потому что он на задании. То есть он ведет себя неестественно. Они пытаются вести себя естественно, но это все равно выдает себя. То есть, если к вам подходят, пытаются вам задать какой-то вопрос, требуют от него немедленного ответа, или если вас эти вопросы ставят в тупик, смущают вас, то это первый признак того, что вас пытаются вовлечь. То есть, если вы с первых минут знакомства чувствуете какой-то дискомфорт, что вам пытаются задать тот вопрос, на который вы вообще, не, может быть, в жизни никогда и не захотели бы отвечать, то это, возможно, идет вовлечение. Есть ли жизнь после этого? Я хочу. Да, жизнь после есть. Вот. Я нашел религиозное обоснование. Есть изречение Абдуллаха ибн Амра, который также передал от пророка Мухаммада, который сказал, что наступят времена, когда между вами пропадет доверие, и ваши дела будут вот такими. И он сплел пальцы. То есть ваши дела будут запутанными. И он говорит, что же мне делать в этот период? Он говорит, находись дома, занимайся своими делами, делай то, что касается тебя, что не запрещено. Придерживай свой язык, держи язык за зубами. И не вступай в общественные дела. То есть амруль ам, это значит дела, касающиеся власти. То есть не занимайся политической деятельностью, не пытайся захватить власть или еще что-то сделать. Вот. То есть сегодня мы должны заниматься собственной религией, своими душами, своими семьями. Татар-Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.